Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Сегодня рубль имеет больше шансов ослабеть к доллару и евро, чем укрепиться, считают эксперты. С одной стороны, пятница – день традиционной фиксации прибыли рыночных игроков перед выходными, когда обычно рубль слабеет к доллару и евро. С другой, именно на пятницу намечен пик налоговых выплат, что может поддержать рубль. Официальный курс доллара на 24 мая составляет 61 рубль 59 копеек, ослабление на 48 копеек. За 1 евро дают 72 рубля 18 копеек, ослабление на 76 копеек. Правительство предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля 2018 года от действующих ставок, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. В понедельник было принято согласованное, достаточно консолидированное решение о необходимости снижения акцизов на моторные топлива. Это должно произойти не позднее 1 июля. Акцизы на бензин снизятся на 3000 рублей с тонны, акцизы на дизельное топливо на 2000 рублей. Снижение акцизов является вынужденной мерой. В противном случае бензин к концу года может подорожать на 30%. Выпадающие доходы бюджета от этой меры оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей. По словам вице-премьера, выпадающие доходы регионам частично компенсирует федеральный бюджет. За минувший год россияне стали реже экономить деньги и отслеживать скидки и промо-предложения в магазинах. Однако связано это не столько с ростом доходов, сколько с тенденцией заранее составлять список покупок и реже ходить по магазинам, говорится в исследовании холдинга «Рамир». За год доля россиян, которые не экономят, увеличилась с 18% до 24%. С 82% до 76%, соответственно, сократилось число экономящих, среди которых весомую долю составляют те, кому приходится контролировать свои расходы на еду и товары первой необходимости, говорится в исследовании. Минтруд России планирует к октябрю утвердить проект профессионального стандарта «Специалист в сфере недвижимости», согласно которому у риэлторов появится профессиональная этика, карьерная лестница и возможность получить профильное образование. Проект предполагает разделение риэлторов на агентов, экспертов и брокеров в зависимости от компетенции. Значительная часть профстандарта уделена этическим нормам. Согласно проекту, специалисты должны соблюдать конфиденциальность, быть честными и порядочными по отношению к клиенту, не скрывать реальную стоимость объекта и не использовать незнание или состояние здоровья клиента для извлечения выгоды, а также не клеветать на другие организации и коллег. Алроса подвела итоги реализации программы отчуждения непрофильных активов в первом квартале текущего года. В январе-марте компания реализовала 68, ликвидировала 1 и безвозмездно передала 4 объекта. Общая фактическая сумма реализации активов превысила 30 миллиардов рублей. В соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов, всего в 2018 году подлежат отчуждению 356 объектов компании, 2 дочерних общества, 225 объектов недвижимого имущества, 49 объектов незавершенного строительства и 80 объектов жилой недвижимости. Программа отчуждения непрофильных активов утверждена наблюдательным советом Алроса. Якутия находится на 3-м месте по развитию сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации. Об этом заявил заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Цой. Об этом сообщила Минвостокразвитие. Дальневосточный округ, в принципе, очень активный. Активная Якутия, она находится на 3-м месте по развитию сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации. Там огромное количество кооперативов. Именно в Якутии проходил тематический семинар, куда приехали представители 26 регионов, которые смотрели, как нужно развивать сельскохозяйственную кооперацию. Это были представители не только органов АПК, но и муниципальных районов, которые непосредственно общаются с населением. Правительство России одобрило проект об изменении объема доходов и расходов федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщается на сайте Кабмина. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 1 триллион 815 миллиардов рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 1 триллион 750 миллиардов рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 59 миллиардов 800 миллионов. Общий объем расходов увеличивается на 61 миллиард 900 миллионов рублей и составит в 2018 году 16 триллионов 591 миллиард рублей. Дефицит федерального бюджета в 2018 году сменится профицитом, который составит 481 миллиард 800 миллионов рублей или 0,5% ВВП. Правительство России приступило к исполнению президентского указа о стратегических задачах до 2024 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев расписал своим подчиненным поручения по его выполнению.
Так, в течение 1,5 месяцев Минфину и Минэкономике необходимо найти источники финансирования выполнения мероприятий указа на 8 триллионов рублей. А к середине августа профильные ведомства должны подготовить новые и обновленные версии национальных проектов. Крупнейший из проектов – автодорожный – 8 триллионов 420 миллиардов рублей до 2024 года, демографический – 3 триллиона 550 миллиардов рублей, инфраструктурный – 1 триллион 790 миллиардов и проект цифровой экономики – 1 триллион 310 миллиардов. Приоритетом работы Счетной палаты станет не только контроль реализации госпрограмм, но и выработка рекомендаций по ее совершенствованию, а также повышение публичности работы правительства, его цифровизация и совершенствование механизмов оценки регулирующего воздействия. Такие приоритеты новый глава ведомства Алексей Кудрин обозначил в первом интервью после своего назначения. Счетная палата теперь присутствует на заседании всех комитетов Государственной Думы и дает заключение к ключевым законопроектам уже даже на уровне комитетов. Поэтому мы выстроим эту работу и будем пытаться не только стать более влиятельными в этом процессе, но и представлять парламенту в законодательном процессе более качественную информацию, подчеркнул Кудрин. Ростуризм по поручению Минкультуры до 4 июня рассмотрит предложение об ограничении деятельности в России туристического сервиса онлайн-бронирования Booking.com. Запрет на работу международного сервиса мог бы стать ответом на антироссийские санкции, считает часть туроператоров России. Booking.com – крупнейший игрок на рынке онлайн-бронирования в России. По экспертным оценкам, его доля в этом сегменте превышает 60%. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings, которая зарегистрирована в Нидерландах. Бизнес-сообщество Российской Федерации уже несколько лет обсуждает вопросы регулирования деятельности онлайн-сервисов. По итогам прошлого года количество богачей в мире прибыло. Более чем на четверть выросло и число российских долларовых мультимиллионеров. Их теперь насчитывается 38 120 человек. Состояние каждого более 5 миллионов долларов. Увеличение числа состоятельных людей в России аналитики объясняют выходом экономики из рецессии. По темпам прироста миллионеров Россия обошла Южную Корею и Тайвань. Российские мультимиллионеры суммарно владеют 1 триллионом 200 миллиардами долларов. Это соответствует 73,5% ВВП России за 2017 год. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.